И как я тебя найду? Идешь мимо мужской раздевалки налево, а дальше узнаешь меня. По запаху? По запаху? Научно-популярный фильм о том, как природный минерал, уничтожающий причину запаха пота, завоевывает репутацию дезодоранта, которому сегодня нет равных среди средств от запаха пота, существующих на рынке. Запах. У каждого человека он свой, особенный. Есть естественный запах тела, запах духов, а есть запах пота, который порой невозможно перебить ничем. Пот – это естественная реакция организма на тепло, стресс или физическую нагрузку. Он предназначен для того, чтобы, испаряясь с поверхности кожи, лучше ее охлаждать, тем самым спасая от перенагревания наше тело. Вот как это выглядит, к примеру, при воздействии тепла на организм. Это кожа человека, на которую воздействует источник теплового излучения, например, солнце. Под кожей расположена потовая железа, которая в ответ на разогрев тела выделяет пот наружу. Изначально пот не имеет неприятного запаха. А откуда же запах? Это бактерии, которые утилизируют пот на поверхности кожи, расщепляя белки до жирных кислот. Они-то и источают неприятный запах. Стоит бояться не пота, а бактерий, которые и являются причиной неприятного запаха. Химические дезодоранты впервые появились в конце XIX века в Америке, а в начале XX столетия они стали парфюмированными. В разное время проблема запаха пота решалась по-своему. Египтяне натирались ароматическими мазями. Древние греки и римляне прикрепляли в область подмышек мешочки с пряными травами. А на Руси использовали квасцы – природный минерал. Слово «квасцы» произошло от славянского «кысати», обозначавшего кислый вяжущий вкус водного раствора этих минералов. Вот что писал о них врач Авиценна. Квасцы задерживают течение соков, сушат, останавливают всякие кровотечения и препятствуют течению и излиянию излишков к органам. Эволюции борьбы с причиной запаха пота не произошло даже с появлением антиперспиранта. Все придуманные человечеством средства борьбы с запахом пота можно разделить на два вида. Те, что перебивают запах пота, и те, что устраняют причину появления запаха. Например, пряные травы и ароматические масла перебивают запах пота с помощью своего аромата. По тому же принципу действуют современные дезодоранты, перебивая неприятный запах с помощью парфюмерных отдушек. Химические компоненты, содержащиеся в современном дезодоранте, не всегда эффективны, могут приводить к раздражениям на коже и аллергии. И еще один неприятный момент – пятна на одежде. Антиперспиранты также не устраняют причину запаха пота. Их составляющие снижают секрецию потовых и сальных желез, а иногда просто перекрывают протоки потовых желез. Кожа остается сухой в течение нескольких часов. Это удобно, но небезопасно. Происходит нарушение естественного физиологического процесса. Пот не выделяется, нарушается тепловой баланс и возможно образование воспалительного процесса в потовых железах и протоках, лечение которого возможно только хирургическим путем. Иначе действуют природные квасцы. Бактериостатическое и бактерицидное свойство квасцов связано с тем, что вещество лишает движения микроорганизмы, обезвоживает и вызывает гибель бактерий. Противовоспалительный эффект квасцов обусловлен вяжущим и подсушивающим действием. В больших концентрациях квасцы обладают прижигающим и кровоостанавливающим действием. В советское время активно продавались в аптеках кровоостанавливающие карандаши на основе квасцов. Квасцы не закупоривают поры и не способствуют прекращению потоотделения. Потовыделение – это важная, необходимая функция организма. Поэтому полностью прекращать, блокировать выделение пота нежелательно. Это может привести к нарушению терморегуляции, воспалению потовых желез. А если вы ощущаете легкую, естественную влажность, например, под мышками, это нормально, организм в порядке. При избыточном потовыделении можно использовать натуральные, естественные средства. Квасцы – это природный минерал. Чаще всего квасцы в чистом виде встречаются в странах Юго-Восточной Азии, что связано с климатическими особенностями, необходимыми для образования кристаллов квасцов. Таиланд и Филиппины – самые крупные производители квасцов.
В природе квасцы имеют форму октаэдра. Для их удобного применения в качестве дезодорантов на Филиппинах, к примеру, квасцы очищают, нарезают и отполировывают вручную. Получается гладкий камень ручной работы. Итак, кристалл свежести – это натуральный продукт, который уничтожает причину запаха пота. В нем нет химических добавок и парфюмированных отдушек. Кристалл свежести абсолютно безвреден беременным, кормящим матерям и детям. Не закупоривает поры. Гипоаллергенный. Кристалл свежести – это мощное антибактериальное средство. Он экономичен, удобен и прост в использовании. Не требует специальных условий хранения. Все эти свойства делают кристалл свежести уникальным продуктом среди средств против запаха пота.